Всем доброго утра, хорошего настроения. У нас предпраздничная неделя, поэтому, надеюсь, вы уже зарядились новогодним настроением, новогодним духом и готовы к окончанию рабочего года. Что у нас сегодня? Мы поговорим о том, какие сегодня знаменательные даты и события, сделаем утреннюю зарядку, встретим очень серьезных, правильных гостей, отвечающих на самые разные вопросы, расскажем о последних новостях, новостном блоке, конечно, ну и просто зарядимся предновогодним духом и атмосферой. Ну а прямо сейчас, чтобы вы правильно собрались на работу и подумали о том, можно ли прогуляться по городу, расскажем о погоде. Итак, сегодня в центральных районах минус 30, минус 36, в Заречной группе 26-37 ниже 0, в южных 24 градуса холода, в Вилюйской группе минус 25, минус 29, Нижнеленских 34-36 со знаком минус, в западных минус 23, минус 28, в Колымо-Индигирской группе Улусов 33-42 градуса мороза, в Янских минус 34, минус 38, на северо-западе минус 18, минус 31. В столице в 6 часов утра температура составила минус 30 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветра у нас сегодня нет. Сегодня днем преимущественно без осадков, ветер западный 2-5 метров в секунду, температура воздуха минус 28, минус 30 градусов. Ну, тумана на улице нет, я уже пробежалась, посмотрела, елки по-прежнему такие же красивые и сверкающие, и заряжают нас настроем на то, что совсем скоро наступит самый сказочный новогодний вечер. Ну, а прямо сейчас узнаем, чем богаты у нас новости. Доброе утро. Расскажем о самых заметных событиях этого утра. Итоги деятельности Госсобрания за текущий год подвели в Якутске. Отчет прошел в рамках пресс-конференции председателя Палаты Алексея Еремеева. Так, некоторые из вопросов касались субсидирования тарифов ЖКХ, проблем бродячих собак. В целом, за весь год Госсобранием были приняты 288 нормативных правовых актов, в том числе ряд законопроектов касался года семьи и детства в республике. Это изменение размера выплат детям-сиротам, регионального материнского капитала и статуса многодетной семьи. Важность проделанной депутатами работы Еремеев подчеркнул, отвечая на вопрос о дополнительных субсидиях, стимулирующих рождаемость. Сколько у вас... Форма у нас была такая диалога построенная. Я постарался уменьшить свое вступительное слово, объем, и сделать его возможно, чтобы было задано как можно больше вопросов. Вопросы развития сельского хозяйства, вопросы реформирования жилищно-коммунального хозяйства, вопросы реформирования местного самоуправления задавали такие серьезные вопросы. Это меня очень порадовало, что их волнуют такие вопросы. 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным годом защитника Отечества в честь героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков, сражавшихся в разных исторических периодах за Родину. Глава Якутии следующий год провозгласил годом защиты Родины, отмечая необходимость укрепления связи поколений защитников Отечества и ценностей патриотизма. В Нерюнгринском районе уже долгое время ведет активную деятельность общественная организация «Боевое братство», участники которые оказывают всю необходимую помощь и поддержку ветеранам боевых действий и их семьям, и ведет работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Надо просто продолжать работать и не забывать наших ветеранов. Их и так мало осталось. Тем более у нас мы один из небольших, вернее, немногих районов республики, где есть ныне живущий, действующий участник Великой Отечественной войны. Поэтому хочется, конечно, есть у нас и вдовы погибших участников войны, и узники концлагерей. Ну и хочется все-таки, чтобы их не забывали. Многие уже ведут, так сказать, уже не выходят на улицу. Ну и хотя бы вот волонтеры, и мы стараемся их поддерживать. Вопросам мер социальной поддержки семей с детьми в республике уделяется большое внимание. Ежегодно совершенствуется законодательная база, значительно расширяется перечень мер поддержки детей с детьми. По Мирнинскому району за этот год 1800 семей с детьми получили республиканские меры социальной поддержки. По всем трем капиталам за уходящий год средствами распорядились 1219 семей, что на 200 семей больше, чем в предыдущем году. В этом году в Мирнинском районе получили целевой капитал «Дети столетия» 665 семей.
Значит, при рождении второго ребенка предоставляется региональный материнский капитал. И при рождении третьего и последующих детей предоставляется многодетным семьям республиканский материнский капитал «Семья». В этом году размер республиканского материнского капитала «Семья» увеличился в 2 раза, составляет 300 тысяч рублей. И в 2024 году, в текущем году получили республиканский материнский капитал «Семья» 155 семей. Рекордное количество борцов приняли участие в первом отборочном этапе турнира по национальному многоборью Игры-Дыгына 2025. Всего это 58 спортсменов, среди которых чемпионы прошлых соревнований. Это Леонид Филиппов, Алексей Уваровский и Вячеслав Дьяконов. Кроме того, расширилось количество улусов участников. Записались борцы из Ленского, Среднеколымского, Анабарского, Имяконского, Мирнинского, Мумского районов. Напомним, что для Игр-Дыгына была создана новая рейтинговая система отбора на финал. В соревнованиях смогут принять большее количество борцов до 16. Финалистов на турнир определят по наилучшим показателям всех 3 отборочных этапов. Многоборьем занимается очень много ребят, да, и в данный момент равных очень много спортсменов. И наперед не могу сказать, как бы, кто выиграет, кто попадет, путевки получит, да. Турнир собрал всех, скажем так, да, и чемпионы тут участвуют, и молодые перспективные ребята, которые жаждут, да, победу. Они набираются в таких турнирах опыта, и это большой плюс для них будет. Ну, как говорится, турнир покажет. Отличные новости. Ну, а самая насущная проблема – это, конечно, подготовка к Новому году. Еще не нарядили елку? Что ж, давно пора. Но что, если мы расскажем, что это не только приносит эстетическое наслаждение, но и имеет практическую ценность? Не знали? Многие нумерологи сходятся во мнении, что дата, когда вы в доме наряжаете елку, может оказать влияние на различные аспекты вашей жизни. Если вы верите в магию чисел, то обязательно тщательно подойдите к выбору дня для этого важного события. Так вот, сегодня, 25 декабря, если вы ищете материального достатка и финансовой стабильности, то именно сегодня для вас идеальный день для украшения елки. О датах событиях этого дня расскажем далее. На календаре 25 декабря. Сегодня отмечают Рождество по новоюлианскому календарю. По народному календарю Спиридон – солнцеворот. На Спиридона запрещалось работать. Крестьяне могли лишь гадать о будущем плодородии. Для этого наблюдали за ветром. Если он в течение дня менял направление, год обещал быть урожайным. В этот день проводили разные магические обряды. Сразу после солнцеворота хозяйка втыкала серп в притолоку, а хозяин вклинивал топор в порог, чтобы сила этих инструментов передалась дому и защищала его от нечистой силы. Этот день в истории. В 1759 году физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть. В 1896 в Милане начала выходить первая социалистическая газета Италии «Аванти». В 1926 наследный принц Хирохита стал императором Японии. В 1979 началась война в Афганистане. В 1991 Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР. В этот день родились Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы «Шевроле». Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей «Хилтон». Аркадий Хайд, советский и российский писатель-сатирик, сценарист. Энни Леннокс, шотландская певица, автор песен, лауреат премии «Оскар». Константин Кинчев, советский и российский рок-музыкант, автор песен, лидер группы «Алиса». Именины отмечает Александр. Декабря – ответственный и прекрасный период. Многие из нас в это время стараются закончить все дела, которые накопились в конце уходящего года. Намечают планы на Новый год, на будущее. В преддверии новогодних праздников с длительными и обильными застольями людям, желающим сохранить свою фигуру, рекомендуется до завтрака делать динамичную зарядку. И мы с удовольствием поможем вам в этом. Сегодня мы вам представляем свою танцевальную разминку. Дети готовы? Прыгаем в левую сторону. Раз прыжок, два, шаг на месте. Раз прыжок, два, шаг на месте. Ковырялочку делаем с левой ножки. Носок, пятка,
Раз, два, три на месте. Носок. Пятка. Раз, два, три на месте. Правый локоть вперед. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем вокруг себя. Раз, два, три, 4, 5, 6. На месте. Заново. Влево. Раз, два. Шаг на месте. Раз, два. Шаг на месте. Ковырялочка. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Хлопаем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прыгаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. На месте. И попробуем то же самое. Раз, два, три. Прыгаем. Раз, два, три. На месте. Раз, два, три. На месте. Раз, два. Топ, топ, топ. Раз, два. Топ, топ, топ. Локоть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вокруг себя. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Заново. Раз, два, три. На месте. Раз, два, три. На месте. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Вокруг себя. 5, 6, 7. С Новым годом! Ура! Несомненно, движение – это жизнь, будь то утренняя зарядка, зажигательный танец или профессиональный спорт. Зима не повод сидеть дома, так считает герой нашего следующего сюжета, и отправляются в заснеженные горы. О горе Афродита высотой 2060 метров над уровнем моря знают многие скалолазы. Это весной ее подножье вновь раскинется свой лагерь альпинистов. Но вот зимой, в декабре, на ее вершину еще не поднимался никто. Но, как говорится, всегда найдется кто-то первый. И здорово, если в чем-то именно ты будешь первым. Ну, на гору бы я не полезла, а вот что-нибудь удивительное перед Новым годом обязательно сделаю. Буду думать, что, а пока посмотрю на наших альпинистов. Уже известный всем альпинистам первый якутянин, покоривший Эверест, Евгений Кривошапкин, давно планировал зимнее восхождение на гору Афродита, что в 12 километрах от Уснеры. И вот в этом году сложилось. Группа в составе 8 человек, в том числе 3 девушки, совершили этот поход. Никто же не делал зимнее восхождение. И зимой ходить очень рискованно. Во-первых, холодно. Во-вторых, будет очень много снега, мы это все прекрасно знали, и вообще будет очень сложное восхождение. Ну, так и оно и произошло. Это было очень сложное восхождение. Мы шли 12 часов, по грудь, местами вообще по грудь снега было, да? Представьте, вот так, по снегу идешь, 12 часов, 10 километров. Ну, мы сначала один вперед шел, топтал снег, потом второй, вот так, по очереди шли. Но так как было очень много снега и очень, местами был этот наст очень скользкий. И там мы поднимались по веревке. Я наверху привязывал веревку, и некоторые, остальные все поднимались по веревке. Поэтому это заняло очень много времени. И мы дошли только до 4 вечера. Пол-пятого где-то. Как нам рассказали, поднимались по южной стороне, по более безопасному склону. Погода была хорошая, -40, полнолуние. Это добавляло восхождению романтики. Для меня Афродита гора началась с 2016 года. Мы впервые пошли с Женей и с большой командой на лыжный поход через южные Киселяхи. И мы тогда была лавинная опасность, было очень много снега, и мы свернули обратно. А в 2017 году мы тоже по этому же маршруту, как в этом году, тоже на лыжах совершили лыжный поход, но поднялись на перевал Норд-Ос очень поздно, в 5 часов вечера, и тоже по времени не успевали и свернули обратно. И для меня с 2016 года гештальт был не закрыт.
И вот каждый год вот у меня была мечта подняться на зимнее восхождение на Афродиту. Именно зимой. Мы совершили восхождение же уже в темное время, в 16:30, было темно. Сделали пару фоток, торопились и спустились. Поэтому пока вот ощущение еще не пришло, но я для себя благодарю и высшие силы, что я смогла, мы с командой, вот цель достигнута. Своим впечатлением от похода в команде единомышленников с нами поделился и знакомый многим блогер Максим Тихонов. Мы самая хорошая сплоченная команда, но точно все отмороженные. Решили идти до конца. Планировали подняться за 8 часов, на деле подъем длился 12 часов. Но шли рука об руку. Благодаря вот таким отмороженным, дружным и надежным и развивается в республике туризм во все времена года. Светлана Поцелуева, Андрей Неустроев, Уснера. Но я бы еще добавила таким целеустремленным, которые доверяют друг другу, своей команде и верят, что обязательно достигнут цель, и развивается не только туризм, но вообще в любом регионе все, что угодно. Главное – это цель. Поэтому ставим цели на Новый год, и они обязательно реализуются. Ну, мы постараемся по возможности вам помочь хотя бы хорошим настроением. Из Аймиконского района переносимся в Оленёкский, да еще и не в наше время, а в далекий 1970 год. Тогда также с нетерпением ждали Новый год и, конечно, готовились к нему. Уникальная атмосфера того времени в нашей рубрике «История в кадрах». Здравствуйте! Меня зовут Егор Пеньков. Я ведущий методист Национального центра аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. В фондах Национального центра аудиовизуального наследия хранятся уникальные материалы, отснятые первым якутским профессиональным оператором Никандром Савиновым и другими операторами в Восточно-Сибирской студии, которые показывают нам черно-белые кадры новогодней кинохроники. Сегодня «История в кадрах» перенесет нас в 1970-е годы на север Якутии, в Саккырырские горы и Оленёкский район, где бушевала предновогодняя пурга, а на душе у людей предпраздничная суета. А это Василий Николаевич Никитин, оленевод со стажем, обладатель ордена Ленина и Красного Знамени. Больше 30 лет он занимался оленеводством на просторах Саккырырских гор. А уже на этих кадрах мы видим, как праздник рождается в семье. Семья оленевода дружно готовится к встрече Нового года. От Иркутска до якутского поселка Харьялах, что находится за полярным кругом, 1000 километров. Но и сюда вовремя поспели новогодние вести. И этот день для Николаевых – двойной праздник. В канун Нового года Николай Михайлович, молодой оленевод, был награжден орденом «Знак почета», а его бригада признана лучшей в совхозе Оленёкский. Оленеводство – это традиционный промысел, обеспечивающий человека всем необходимым для выживания в столь сложных условиях Крайнего Севера. А на этих кадрах мы видим семью оленевода Николая Михайловича Николаева. Семья в предвкушении волшебного праздника наряжают новогоднюю елку. Сегодня старые елочные игрушки – это история семьи, история страны, это память и вдохновение. В центре новогодний стол. Николаевы ждут гостей на праздничный ужин. Атмосферой семейного уюта и благополучием веет от этих теплых кадров. Треск горящих дров в печи, совместное чтение с родными, чай из талого льда. Такой напиток бывает здесь только на севере. И ни полярная ночь, ни 50-градусные морозы не остудят новогоднего веселья. Сияющие счастьем и радостью глаза, покрытые белоснежным инеем ресницы у детей и взрослых, вызывают теплые воспоминания из детства в каждом из нас. Когда смотришь на эти кадры, которые передают сквозь время и пространство морозный аромат живой ели и магию новогоднего праздника, то начинаешь верить в настоящее чудо. Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева всех поздравляет с новогодними праздниками. Это была рубрика «История в кадрах». С Новым годом!
Новогодний праздничный стол. Прямо как в кадрах. Уже от этих слов воздух наполняется ароматом мандаринов, перед глазами появляются образы самых вкусных блюд, а в душе детское чувство радости и ожидания чуда. Всевозможные салаты, закуски, горячие блюда, курица, мясо, рыба, десерты устоять нельзя. Но для нашего желудочно-кишечного тракта такой праздник оказывается тяжелым испытанием. О том, как сделать новогодний стол без вреда для здоровья, мы поговорим с младшим научным сотрудником лаборатории нутригеномики Галиной Михайловой. Доброе утро, Галина. Доброе утро. Ну, по вам видно, что вы точно правильно питаетесь и все об этом знаете. Ну, как составить правильное новогоднее меню? Ну, если говорить о правильном меню, да, тут надо помнить, что в целом новогоднее застолье – это большой стресс для нашего организма. Да? Наш организм не привык столько всего разного кушать в это время суток, поэтому в целом по подходу к питанию надо в этот день не забыть покушать, да, всем хозяюшкам, которые весь день занимаются жаркой варкой. 3 основных пищи в этот день, перекусить. И что касается вот самого меню, то предпочтение нужно отдать белково-овощным блюдам. Да? По мясу это нежирные сорта мяса, это рыба. По овощам это может быть ну, как в запеченном виде, да, как в свежем виде, как в тушеном. Это салатики легкие. Ну вот понятие легкий салатик это очень сложно, потому что обычно его сопровождают чем-то таким майонезом, там, жирной сметаной, еще чем-то. Вот на что можно заменить, чтобы салатик, ну, правда, был полегче? Ну, овощи вообще можно подать ну, как в виде салатов, как в виде нарезок, да. Салаты можно заправить растительным маслом, оливковым маслом, лимонным соком, можно йогуртом с горчицей. Ну, а что лучше точно исключить? Исключить стоит жареные, жирные блюда, да. Вообще предпочтение лучше отдать в пользу ну, щадящей технологии приготовления блюд. Это варка на воде, на пару, ну, это запекание. Ну, все-таки что-то такое с оттенком уже современности, да, отказаться от всего такого жирного. Ну, давайте посмотрим, что же вообще у нас граждане едят. Мы подготовили опрос, и сейчас у вас, как у эксперта, спросим, насколько они правы. Вот и приближается Новый год, время праздников, хороводов, подарков. Дети очень ждут этого праздника и хотят, чтобы этот Новый год наступил скорее. Ну а какое блюдо у наших жителей города Якутска не обходится на новогоднем столе? Сейчас мы это и узнаем. Какое блюдо чаще всего находится на вашем столе? Здравствуйте. На нашем новогоднем столе это салаты горячие, холодные, чир, утка, оливье, фрукты, тортик, все. Что ты из этого больше любишь, вот так поесть прямо? Новогодние конфеты, мандарин и торт. Спасибо. Что чаще находится на новогоднем столе? У нас на Новый год обязательно готовим мясной салат и пирожки. Для скольки людей вы готовите все вот эти блюда? Ну вот обычно, наверное, Новый год это же семейный праздник, как бы для семьи. Вот у меня 3 детей, муж, я, для 5 всегда готовлю. Ну, там приходят гости. И когда у вас когда-то приходили там родственники, тоже угощали вас, было такое? Конечно, они приносили тоже всякие салаты, вкусности. Свои, каждый свой, какое что приготовит, все приносят. А какое главное блюдо на вашем новогоднем столе? На нашем главное блюдо это, наверное, утка или гусь. Это вот самое главное блюдо. Запеченное, с яблоками. Это самое такое блюдо. Вкусное. Еще там курица нет, не было? Не, ну, конечно, было. Это уже на 1, например, января, там, на 2. Вот. Такое, конечно, готовим тоже. Спасибо. Оливье, в первую очередь, салат. Ага. Тефтели домашние, все по-домашнему будет. Мы обычно перед Новым годом коробку, вот стаканчик мороженого же есть, такое покупаем. И до 12 лопаем.
Но мне кажется, из всего вот перечисленного, по-моему, все довольно полезно. На удивление, ничего такого жирного не назвали. Скажите, а вот традиция доедать после праздничного стола несколько дней, насколько это вредно, в какой момент лучше остановиться и вообще как руководство при выборе самих продуктов? Ну, в целом, если салат, заправленный майонезом, простоял вот на столе до утра, да, то такой салат вовсе уж лучше не доедать на следующий день. Как правило, такие майонезные салаты можно есть при хранении, да, в холодильнике, где-то до 12 часов. Да, в общем, тазиками лучше ничего не готовить. Да. Маленькими порциями лучше готовить, как в обычной нашей повседневной жизни, да, на ужин приготовить маленькими порциями. Но вы-то уже готовы к Новому году, вы уже составили меню, закупили продукты? Ну, помаленьку. Ну, то есть также спокойно, традиционно, не аврально, зная, что будет все правильно. Да. Ну и как на новогодние праздники не набрать лишний вес? Это тоже очень актуальный вопрос для прекрасной половины, да и не только для мужчин, я думаю, тоже переживают. Что нужно кушать, что нужно делать, как это распределить с учетом нарушения режима питания и сна? Ну, я бы порекомендовала больше двигаться в новогодние каникулы, да, отдыхать с семьей на природе, ходить на коньки, да, чтобы... Главный закон это чтобы вот поступающая энергия с нашей, с пищей, да, должна тратиться при физической нагрузке. Ну и, конечно, побольше овощей и фруктов, питьевой режим соблюдать. Вот питьевой режим сколько рекомендуется на самом деле взрослому человеку? Мы часто об этом забываем. Вроде все говорят, как это полезно, особенно в современном мире, да, что нужно пить чистую воду, что негазированные напитки, желательно воздержаться от большого потребления кофе. А на самом деле сколько примерно должен пить взрослый человек? Да, помимо вот чая и кофе в течение дня человек, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, норма для здорового взрослого человека это 30 мл на 1 килограмм веса. Это надо посчитать. Ну, это довольно много получается. Ну, если человек весит, девушка, да, 50 килограмм, то это 1,5 литра минимум чистой воды. Ну, я думаю, что сейчас многие еще раз об этом задумываются. Вот как раз в празднике есть возможность воспитать в себе новые, хорошие, полезные привычки. И начать можно как раз с чистой воды. Спасибо большое, что пришли в гости, нашли время в предновогодние праздники. Ну и несколько пожеланий нашим телезрителям. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Правильно питайтесь, соблюдайте сбалансированный рацион. Крепкого здоровья, счастья, благополучия. Спасибо большое, вас тоже с наступающим. Оставайтесь такой же прекрасной. Ну и ждем с новыми рекомендациями. А на очереди у нас детские новости. Совершенно ошибочно утверждать, что подростковая журналистика может затрагивать только узкие, понятные только в детстве подростковые кругу темы. Современные тинейджеры умеют и хотят мыслить глубже и шире, поэтому с удовольствием вовлекаются в творческие эксперименты, берутся за непростые социальные темы, желая быть услышанными. Наши юные коллеги недавно посетили первую поликлинику. А вот зачем, узнаем далее. Первая поликлиника города Якутска дала старт работе детского кабинета зрения. Открытие кабинета стало важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания детей. В кабинете зрения установлено множество оборудования. Например, одно из них проверяет сетчатку глаза. Юный пациент садится на стул, подходит к аппарату на 2-3 сантиметра и произносит диагностику глаза. На современном оборудовании работают опытные врачи и медицинские сестры. Здесь не только можно получить высокоточную диагностику, но и лечение заболеваний органов глаза. Ребенок садится и начинает кусать. Можете посмотреть, здесь уже начинается упражнение для мышц, которые помогают в лечении нарушений фокусировки глаз как вблизи, так и вдали. И такого современного оборудования достаточно. У нас есть для проверки остроты зрения есть периметр. Так, остроту зрения проверяем на автокератометре. И также измеряем внутриглазное давление, это пневмотонометр. Мы очень рады, что открылся такой кабинет в республике. Это, получается, первый кабинет охраны зрения в поликлинике.
И тем самым мы уже будем своих детей уже лечить и смотреть динамику лечения. Юных пациентов принимают по адресу Свердлова 3/1 в составе детского реабилитационного центра. В кабинеты могут обратиться дети, прикрепленные к первой поликлинике. Как часто нужно проходить детям обследование? Ну, детям нужно проходить обследование 2 раза в год, вне зависимости от возраста. Какие самые частые заболевания детей на данный момент? Ну, в данный момент это у нас проблема рефраксии, то есть такие обширные диагнозы, как у нас миопия, астигматизм и гиперметропия, ну и амблиопия, естественно. Самые встречаемые диагнозы, самые распространенный диагноз у нас миопия, нарушение аккомодации, то есть спазм мышц получается. Специализированные кабинеты охраны зрения детей планируют открывать во всех поликлиниках республики в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Ксения Подобашева, Жилстан Иннокентьев, Якутск. Все мы стремимся быть здоровыми и счастливыми. Несомненно, здоровье – это самое главное, что у нас есть. Регулярные проверки здоровья помогут вам убедиться, что все в порядке или выявить возможные проблемы на ранней стадии. Новый год – отличное время, чтобы запланировать перед собой новые цели, поправить здоровье, пройти постоянный медосмотр, в том числе и такие, как, что касаются, конечно, нашего здоровья в плане, например, запланировать осмотр всей семьей у терапевта или пройти чек-лист анализов сразу после праздника. Как вы уже догадались, на очереди наша постоянная рубрика «Мой доктор». Доброе утро! Плоскостопием называется заболевание, появляющееся как деформация формы стопы. Стопа – это природный амортизатор, предохраняющий организм от тряски при ходьбе и позволяющий удерживать равновесие при движении. При рассмотрении формы стопы выделяют 2 свода – продольный и поперечный. Продольный свод – это изогнутость стопы по внутренней стороне от пятки до сустава большого пальца. Обычно он хорошо виден. Поперечный свод менее заметен. Он представляет собой арку у основания пальцев ног. Положение костей, при котором оба свода имеют выраженный характер, фиксируется мышечно-связочным аппаратом. При ослаблении мышечно-связочного аппарата нормальная форма стопы нарушается. Выраженность сводов утрачивается, стопа оседает, распластывается. Подобная патология и определяется как плоскостопие. Пациенты отмечают быстрое появление усталости в стопах и икроножных областях при ходьбе и длительном статичном положении. Возникает спастическая ноющая боль, проходящая после отдыха в горизонтальном положении. Дискомфорт в стопах и в голенях может предшествовать боли. Часто больные замечают прогрессирующий характер симптомов. Указанные жалобы начинают появляться уже при меньших нагрузках, а дневной отдых не снимает негативные ощущения полностью. Отдельным, хоть и редким симптомом является отечность стопы и голени, появляющаяся к вечеру. Если плоскостопие развилось в раннем возрасте на фоне системных заболеваний скелета, в том числе врожденной патологии, то протекает оно неблагоприятно. В этом случае плоскостопие не ограничивается лишь утратой сводов стопы, и в скором времени возникают осложнения в виде грубых деформаций, устойчивых к попыткам ортопедической коррекции. Рано развивается остеоартрит, присущий ему с болевым синдромом, и дисфункции суставов. Активность пациентов ограничивается, возникает риск инвалидизации. Похожим образом может протекать и паралитическое плоскостопие. Статическое плоскостопие более отзывчивое к терапии. Коррекция образа жизни и традиционное комплексное лечение надежно замедляют развитие плоскостопия, которое в подобном своем проявлении редко приводит к утрате трудоспособности. Посттравматическое плоскостопие требует агрессивного хирургического подхода. Своевременно и качественно сопоставленный перелом и восстановленная анатомия стопы позволит предупредить проседание сводов. Профилактика плоскостопия – это нетривиальная задача. Она направлена на контингент детского возраста. Требуется пристальное наблюдение в рамках плановых осмотров ортопеда. Важно не пропустить интервал, когда плоскостопие впервые проявляется у ребенка. Будьте здоровы!
Как говорят, как год встретишь, так его и проведешь. Наступающий 2025 год обязательно должен стать особенным, а потому нужно подготовиться к празднику как следует. Одним из самых важных вопросов, особенно для женской половины, является в чем встречать Новый год. 31 декабря важно правильно принарядиться. Главный принцип – естественность. Никаких излишеств, кислотных цветов и вычурности. Только элегантная сдержанность, свобода движений и достоинство. А ведь можно заглянуть в шкаф своих родителей, дедушек и бабушек. Там явно будет что-то интересное. А вот как и с чем это можно комбинировать, узнаем далее. Дорогие друзья, доброе утро! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. Сегодня мы с вами посмотрим на новогодние образы. Как красиво и стильно встречали Новый год наши с вами мамы, а может быть и вы. Вспомним 90-е, вспомним советское время, какие образы подходили для празднования Нового года. Самое лучшее всегда оставалось только на праздники. Трикотаж. Он был максимально распространен, его использовали как в повседневной жизни, так и на праздники. Но на праздники выбирали трикотаж с люрексом. Это могли быть объемные свитера, вязаные платья или даже брюки или теплые костюмы. Сейчас это тоже очень актуально. Люрекс можно выбирать даже на каждый день. Дополняйте яркими и интересными аксессуарами, объемными сережками с жемчугом и отправляйтесь на праздник. Также один из самых распространенных материалов в использовании был велюр и бархат. Из велюра и бархата, опять же, можно было сделать любое изделие. Но самое грандиозное – это всегда, конечно, платье. Вечернее черное платье – идеальный вариант для празднования не только Нового года, но и других мероприятий. Я рекомендую дополнить красивыми, интересными аксессуарами. Например, цветок сейчас очень актуален. Также к бархату отлично подойдет жемчуг, металл. Такие материалы, как шелк и атлас, также использовались очень часто. Мы с вами знаем, что это белевая эстетика, и такие вещи очень здорово будут смотреться в более вечернем образе. Но в то время такие топы носили, сочетали совершенно разными юбками, пиджаками и жакетами даже на каждый день. Что бы я порекомендовала добавить к этому топу? Здесь можно все. Вы можете добавить брюки из пайеток, можете добавить, опять же, из такой же фактуры совершенно брюки. К такому топу сверху можно добавить накидку. Она может быть, опять же, из плотного бархата или из другого материала, который вам нравится. Серый цвет – это новый черный. Сейчас в сером можно ходить как в будни, так и в праздники. Что стоит добавить к серому цвету? К серому цвету можно добавить яркие акценты. Это могут быть яркие интересные колготы, это могут быть очень интересные яркие босоножки, возможно, со стразами или с другими дополнительными акцентными деталями. В данном топе у нас с вами открытая рука. Такой топ будет красиво смотреться в высоком градусе мероприятий. Например, если вы будете отмечать корпоратив в театре или в красивом ресторане. Твид – один из самых исторически интересных материалов, которые внедрили в гардероб девушки еще со времен Коко Шанель. И, конечно, каждый год данный материал трансформируется, по-разному внедряется в модные просторы. Сейчас вы можете выбрать мини-платье. Это идеально и красиво смотрится, всегда очень женственно и элегантно. Здесь, конечно, идеально будет смотреться жемчуг и туфли-лодочки, но вы можете проявить фантазию и добавить что-то свое. Главное правило – уместности. Такое платье будет идеально смотреться в рамках корпоратива с вашим небольшим отделом. Поэтому вот в таком платье я рекомендую встречать Новый год с самыми веселыми и близкими вам людьми, с теми, с кем вы работаете каждый день. Яркие девушки всегда найдут для себя яркие образы. Это идеальное платье, в нем есть все. Оно и яркое, и в то же время достаточно сдержанное и консервативное. Мне очень нравится деталь с перьями, и важно, что перья отстегиваются. Это, во-первых. Во-вторых, важно, что рукав не сильно длинный. Вы сможете носить такое платье даже в домашней атмосфере, потому что в нем будет точно очень комфортно, и оно идеально подойдет для любого масштаба мероприятия. Мы уже упоминали с вами бархат, но и не стоит забывать, что есть как консервативные мероприятия, так и совсем обратные. Провести время с друзьями, устроить классную вечеринку вам всегда поможет корсетный топ. Такие сейчас невероятно актуальны. Обратите внимание на материал, такой топ вы сможете носить даже поверх, например, сдержанного платья.
или же просто на голое тело, и это тоже будет смотреться очень красиво. Ну и, конечно, черные бархатные брюки, приобретая на Новый год, вы точно сможете носить их еще на протяжении всего года, сочетаясь с совершенно разными образами, начиная от белой рубашки, заканчивая объемным свитером с люрексом. В советское время признаком роскоши и красоты, конечно, были головные уборы. Максимально интересная и неординарная шапка из каракуля с шикарной брошью по центру дополнила бы эстетичное и красивое женственное пальто любой модницы. Ну а сейчас мы носим такие шапки с пуховиками, с куртками в совершенно разных прочтениях, а можем даже дополнить красивый новогодний образ для того, чтобы добавить элегантности и стиля. Ну и, конечно, классика русской моды – это шапка-кубанка. Она может быть исполнена из любого меха, и ее также сейчас можно носить с чем угодно. В данное время она находится на пике своей популярности. Так что не исключайте такие вещи из своего гардероба, вдохновляйтесь советским временем, пускай оно радует вас, и встречайте Новый год и новогодние праздники с самыми близкими и родными. И не забывайте о том, что важно носить шапку. Ну, мы продолжаем встречать гостей. Сегодня у нас в гостях Афанасьев Игорь Леонидович, главный специалист правового отдела Минфина, финалист Всероссийского форума молодых госслужащих, и Леонтьева Саргалана Спиридоновна, председатель Координационного совета молодых госслужащих, член молодежного правительства. И поговорим мы, конечно, о ваших успехах в этом году. Получается, вы участвовали в образовательной программе. Расскажите, что это была за программа, тем более она достаточно продолжительный период длилась. Да, с прошлого года у нас в стране действует федеральная программа «Госстарт». Это программа, платформа сопровождения молодых госслужащих, которые работают в разных региональных, федеральных, муниципальных уровнях. И как раз-таки в этом году стартовала школа молодого руководителя, где были представлены все регионы нашей страны и 200 участников. Мы обучались целых 6 месяцев. Форматы были разные. Это были онлайн, это были очные. Мы все слетались в Нижнем Новгороде на очередные модули, да, и была итоговая, не как презентация идеи, да, а презентация больше о своей деятельности общественной, да, потому что госслужащий сегодня не только работает, чтобы развить свой регион, свою сферу, но он должен быть и активным сегодня, он должен быть очень неравнодушным к обществу, чтобы отдавать всю свою энергию к этому действию. Я просто хотела сказать, что мы не просто так вас пригласили, что мы вас поздравляем, что вы стали топ-50 госслужащих страны. То есть из всех госслужащих вас выделили. Это очень достойный результат. Я уверена, что проделали большую работу. Ну а что запомнилось больше всего? Какой раздел, модуль или, может быть, какой-то сбор? Ну, конечно же, там были разные модули. Это управление командой, это цифровизация. Да? Сегодня у нас век цифровизации, поэтому и государственное управление мы сегодня тоже в цифру переводим. Вот самый интересный модуль, наверное, для молодого человека была как раз-таки тема по цифровизации. А в каком виде госслужащий может это применить? То есть понятно, что у нас сейчас есть сайты, есть какие-то страницы госслужб, а вот индивидуальная работа госслужащего в этом направлении, как она происходит? Ну, скорее всего, тут надо отклоняться от того, что государственный служащий, он нацелен на улучшение качества жизни общества в целом, и туда и вход и государственные услуги, и работа с юрлицами, по государственной поддержке и так далее. Да? Управление данными сегодня у нас представляется в таком анализе данных, которые мы сегодня имеем. Это государственные программы, если мы говорим про финансы, да? Это и какие-то результаты и так далее. Ну, то есть вынесение, получается, доступности работы госслужбы для того, чтобы обществу было не только понятно, но и наглядно. Да? И удовлетворенное общество. То есть мы еще и делаем среду. Да. Отлично. Но у вас не менее интересная тема — форум молодых госслужащих. Это что-то такое сложное. И я так понимаю, что здесь тоже проходил какой-то отбор. Да, конечно, проходил отбор посредством заполнения заявки на сайте Росмолодежи. Необходимо было указать свои компетенции, свой опыт работы, в том числе, конечно, опыт общественной работы. И по итогам заполнения данной формы на форум прошли
отбор более 300 участников. Всего было заявок около 2000. Ну, это так скромно сказали. Я так понимаю, по всей России проходил отбор. По качеству уже состоявшейся работы я скромно прошел 1 из 3000. Ну, здорово. А в чем заключался форум? Что вы изучали, что обсуждали? Форум проходил с 6 по 8 ноября в Нижнем Новгороде. В течение 3 дней участники проходили образовательные мероприятия, обменивались лучшими практиками, также проходили обучение с федеральными экспертами по развитию государственной и муниципальной службы. Работа была разделена по 7 направлениям. Основными направлениями были развитие служебной культуры, формирование положительного имиджа государственной муниципальной службы, также, конечно, привлечение молодежи на службу. Ну, исходя из того, что вы рассказали, я понимаю, что это достаточно сложная, кропотливая работа, к которой вы подошли, да, то есть чтобы попасть в эти мероприятия, да, стать их участниками, частью и поделиться своим уже наработанным опытом, потому что я понимаю, что именно в заявке оценивали уже проделанную работу, да, с другими регионами, с другими участниками и научиться чему-то самому. Вот что бы вы порекомендовали людям, которые только начинают свой путь на госслужбе, как стать инициативным, как стать в наступающем году более целеустремленным? Вот с чего вообще начать свою работу, в том числе полезную для общества? Ну, я, как отметила, государственная служба – это служение в первую очередь. А государственные служащие – это те люди, которые нацелены не только на личный результат, на семейные какие-то больше вопросы, да, нацеленные люди, а это люди, которые отдают что-то от себя во благо общества, во благо работы всей вот этой вот государственной системы, чтобы все услуги государственные были предоставлены качественно, чтобы наше общество было удовлетворено в первую очередь. И у нас есть такое хорошее выражение для молодых госслужащих, что государственная служба – это сегодня не работа, а это миссия. То есть на государственную службу молодые люди приходят с миссией, и это должно сидеть вот здесь. Все, поняла, хорошо. Ваши рекомендации? Так, ну в первую очередь, ну как отметил президент, государственная муниципальная служба – это служение людям и своей родине. Новое поколение государственных муниципальных служащих полностью разделяют данную установку. И в первую очередь, конечно, нужно преследовать данные цели. Я думаю, что все теперь задумываются о том, чтобы сменить профессию на госслужбу. По крайней мере, молодые наши абитуриенты, которые в том числе только поступили, немножко пересмотрят свои цели и задачи. Может быть, кто-то, кто уже обучается именно на направлении госслужбы, пересмотрит свое отношение. Спасибо, что пришли, что поделились. Ну и несколько пожеланий нашим телезрителям. Так, в наступающий Новый год мы бы пожелали, чтобы вы полностью раскрыли свой потенциал. Это я говорю для молодых, наших юных, да, и будущих госслужащих, пусть так будет прозвучено. Желаю, чтобы ваша искра, которая находится внутри, она была видна людям, чтобы к вам тянулись, чтобы вы были такой путеводной звездой для своего окружения, приносили положительное и самое лучшее в нашу жизнь. Ну, я пожелаю в наступающем году, чтобы все цели, которые вы поставили, вы их исполнили. Удачи в работе и семейного счастья. Спасибо, что пришли в предновогодние дни. Я знаю, что у вас наверняка очень много работы. Желаю вам дальнейших успехов. Приходите еще обязательно, делитесь такими прекрасными новостями. Ну и будьте примером для подражания, как и сейчас. Спасибо. Кто-то находится в поисках нового новогоднего наряда, кто-то новых целей, ну, кто-то может не найти подарки. И вот целеустремленно ищет для родных и близких. Ну, а я недавно столкнулась с нелегким выбором. Да, просто нелегким, ну, всего лишь хурмы. Зрелые ягоды очень вкусные, сочные, сладкие и приносят огромную пользу организму. В хурме содержатся танины, дубильные вещества, которые особенно сильно проявляются в недоспелых плодах и обуславливают вяжущий вкус. Как же правильно сделать выбор хурмы? По словам эксперта, спелая хурма имеет оранжевый или красно-оранжевый цвет. Зеленоватые участки на поверхности указывают на недозрелость и вяжущий вкус. Необходимо оценить и мягкость хурмы. Зрелый плод слегка подается при нажатии, однако важно, чтобы он не был чересчур мягким. Поверхность чистая, не имеет повреждений, гнили и трещин. В наличии легкого воскового налета нет ничего страшного. У свежего плода должно быть зеленое
плодоножка. Если она сухая или ее нет в осе, значит хурма долго хранилась, ее вкус могут ухудшить. Также зрелый плод обладает приятным сладковатым запахом. Что делать, если хурма оказалась неспелой? Если все-таки попалась недоспелая хурма, можно оставить ее при комнатной температуре в бумажном пакете вместе с яблоками на несколько дней. Яблоко выделит этилен, который ускорит созревание плода. Есть еще один способ – заморозить плод на несколько часов и потом разморозить, но это может отрицательно отразиться на полезных свойствах хурмы. Вот несколько полезных рекомендаций. Если обработать ее кипятком, это тоже сделает вяжущий эффект менее выраженным. Надеюсь, что все фрукты, которые выбираете, будут спелыми и вкусными. Мы уже поделились советами также, как выбрать мандарины, без которых не обходятся у нас новогодние праздники. А прямо сейчас спешим поделиться и последними новостями. Мы продолжим рассказывать о самых заметных событиях этого утра. Работа по оказанию поддержки и помощи участникам СВО и членам их семей продолжается. С начала года в филиал Фонда «Защитники Отечества» обратилось около 5000 граждан и поступило свыше 22 тысяч вопросов. Социальными координаторами обеспечивается комплексное сопровождение. Продолжается работа по оказанию психологической и бесплатной юридической помощи, а также по реализации дополнительных механизмов обеспечения техническими средствами. Реабилитации, не входящих в федеральный перечень. Социальными координаторами оказывается помощь при получении образцов генетического материала для направления в военно-следственный отдел Минобороны России. По предварительной записи в офисе филиала фонда в рамках оказания юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов граждан, ведут прием и консультацию адвоката Адвокатской палаты республики, прокуроры прокуратуры республики и военная прокуратура Якутского гарнизона. Филиалом фонда ведется работа по приему заявлений от членов семьи участников специальной военной операции, по без вести пропавшим участникам специальной военной операции, длительное время не выходящих на связь. Традиционно новогодние праздники не обходятся без тяжелых блюд, к которым относятся в том числе оливье, селедка под шубой и другая вредная еда. Диетологи напоминают, что чрезмерное употребление жирной, жареной и соленой еды приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому стоит ограничиться малым количеством таких блюд. Врачи также советуют не отказываться от завтраков в день приготовления новогоднего стола и придерживаться правильного количества белков, жиров и углеводов. Готовить еду лучше не в больших порциях, да, и можно готовить все-таки это выходные дни, можно готовить все-таки понемножку, но чаще, потому что большое количество еды, которое остается, оно потом все-таки становится источником развития различных болезней. Там возникают различные болезнетворные микробы. Хранить продукты надо, соответственно, в холодных условиях, потому что иногда после праздников обычно еда остается на столе, и если дома, скажем, очень жарко, много народу, домашние животные, то обычно отравления уже могут произойти на следующий день. Мирнинским детям на лечение передадут подарки в рамках акции «Коробка храбрости». Новый год – время чудес. На что творить чудеса, не обязательно быть Дедом Морозом. Волшебником может стать каждый, приняв участие в акции «Коробка храбрости». Сотрудники МЦРБ и волонтеры-медики уже передали подарки для детей, которые Новый год вынуждены провести в больнице. Поучаствовать в акции просто. Достаточно пройти в санаторий «Горняк» или в детское отделение районной поликлиники и положить в коробку храбрости подарки для юных мирнинцев. Сотворить новогоднее чудо можно до 27 декабря. Для меня, наверное, о том, что надо совершать добро, и если есть возможность сделать что-то хорошее, обязательно надо это сделать. Состоялся первый муниципальный этап 9-го республиканского конкурса «Моя профессия IT» для студентов филиала колледжа цифровых технологий «Айтын» в Горном Улусе. Конкурс помогает демонстрировать студентам цифровые технологии и подходы, которые используют передовые IT-компании на рынке, что способствует формированию молодого поколения цифровых компетенций. Студенты по специальностям информационные системы и программирования на конкурс разработали сайты, чат-боты для местных предпринимателей. Победители будут выступать на республиканском финале конкурса «Хакатон» в феврале следующего года.
О чем я хочу говорить о сегодняшнем мероприятии? Я сегодня предпочитаю узнать что-то новое для себя, развиваться, опыт. Я вспомнил те самые года, школьные года, когда я участвовал в хакатоне. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего дня и до встречи в эфире.